Приветствую всех на моем канале, с вами Светуш. Друзья, сейчас вы побываете на модном показе украшений и аксессуаров, который состоялся в рамках бисерного фестиваля в Праге. Я не убрала звуковое сопровождение, чтобы сохранить эффект присутствия, просто немного снизила уровень звука. Ведущая и организатор этого праздника жизни Ярмила Подземская, естественно, говорит на чешском языке, и не все его понимают, в том числе и я. Но имена мастеров и страны, откуда они приехали, звучит понятно. Фоном периодически звучит музыка, и хочу сразу предупредить, что если мне прилетит предупреждение от YouTube, придется заменить некоторые отрезки на музыку из библиотеки YouTube. Но надеюсь, что этого не случится. Я очень благодарна Ярмиле за помощь и разъяснения при подготовке этого видео. В прошлом видео я показала вам первую часть фестиваля. Это была ярмарка, в которой каждый участник фестиваля получил стол и оформил его своими работами. Ярмарка была открыта с 11 до 5 часов, и туда могли прийти все желающие посмотреть работы мастеров, померять и даже купить что-то. В то же время это была грандиозная тусовка для мастеров, где мы встречались, знакомились, смотрели работы друг друга, делились секретами мастеров. Если вы не видели прошлое видео, то обязательно его посмотрите. Я дам ссылку в инфобоксе. Модный показ начинался в 6 часов и длился почти 3 часа. В нем участвовало более 100 работ мастеров. Я наснимала очень много видео, где-то почти 1,5 часа, поэтому пришлось видео серьезно редактировать и резать, чтобы оно не получилось излишне длинным и нудным. У меня было очень удобное место в первом ряду сбоку, и я оставила вам все моменты, когда модели поворачивались лицом, и хорошо видно было украшение. Когда они шли спиной, частично я вырезала, чтобы сократить длину видео. Да простят меня организаторы фестиваля, я вырезала все организационные моменты, такие как благодарение спонсоров, объявление победителей конкурсов и все такое. Обсуждать победителей конкурсов я не буду. Если захотите посмотреть, я дам ссылку в инфобоксе на сайт Ассоциации Каралкашки, организаторов всего этого мероприятия. И там вы сможете увидеть и победителей конкурса, и сгрузить каталог со всеми участниками, мастерами. И там же они поставили мое предыдущее видео по фестивалю, за что, кстати, я им очень благодарна. Если на ярмарку могли попасть все желающие, то на модный показ были приглашены участники фестиваля, плюс один гость, я, например, была с мужем, а также спонсоры, их гости и гости по пригласительным. Кажется, можно было купить билеты на модный показ, но в этом я не уверена. Фестиваль проходил в огромном конференц-зале гостиницы «Олимпик 3 Star». В моем предыдущем видео вы могли уже убедиться, насколько большой этот зал. На мой взгляд, как ярмарка, так и показ моделей были очень хорошо организованы. Этим занимались мастера из Ассоциации Каралкашки. Надеюсь, я правильно произношу название. Весь показ моделей был срежиссирован мастерами из ассоциации. И почти все девушки-модели – это друзья или дочери друзей организаторов, как объяснила мне Ярмила. Если честно, я думала, что это профессиональные модели, так хорошо не выступили. Но, кажется, несколько девушек уже стали профессионалками. Платье для этой части показа предоставила чешский модельер Наталья Сикорова, и они были превосходные. Хотя, возможно, эти яркие платья не всегда подходили на 100% к украшениям, но согласитесь, что невозможно на показе, где так много украшений, безупречно подобрать к каждому платье. Многие могут сказать, что маленькое черное платье идеально подойдет к любому украшению, как вот сейчас демонстрирует эта прекрасная модель. Но на таком ярком показе хочется больше красок и креатива. И
платья, эффектные платья модельера, которые вы скоро увидите, очень украсили этот показ. А сейчас перед вами победитель одного из конкурсов, вышитая бисером и бусинами картина Виргинии Думас из Франции. Не могу не отметить этот потрясающий комплект «Владычица морская», сделан мастером из Чехии Галиной Черемисиной. Это уникальная техника, насколько я знаю, это пластик, плавленый на свече. Насколько красиво его представила девушка-модель. Все-таки работа модели – это не просто работа, это настоящее искусство. А вот перед нами настоящая Золушка. Все-таки эти потрясающие платья от чешского модельера Натальи Сикоровой в комплекте с уникальными украшениями бисерных мастеров сделали этот показ незабываемым и ярким шоу. Модный показ был разделен на 3 части. В первой части, которую сейчас вы видите, был показ работ, сделанных на конкурс от онлайн-магазина DCV Glass, который, в свою очередь, был одним из спонсоров этого фестиваля. Моим вкладом для этого конкурса был комплект украшений La Vie en Rose «Жизнь в розовом цвете». Я подпишу его, когда он появится на экране. Во второй части модного показа участвовали работы международного конкурса «Битва мастеров» Battle of the Beadsmith, причем неважно какого года. Участники фестиваля, которые хотя бы однажды участвовали в этом конкурсе, должны были предоставить для показа одну из своих работ на их усмотрение. Я привезла свою последнюю работу, ставшую участником битвы 2024, Cloisonné Flower Bed. Это комплект украшений, цветочная клумба Cloisonné. И, наконец, в третьей части показа участвовали работы, сделанные на конкурс «Бисер и путешествия» от ассоциации «Каралкашки». В этих работах нужно было использовать бусины от французской компании Les Perles Parpuca, которая тоже была спонсором этого фестиваля. Моим вкладом для этого конкурса был комплект украшений Miracle Garden «Сад чудес», вдохновленный нашей поездкой в Дубай и посещением знаменитого на весь мир цветочного парка с таким же названием. Právě tento unikátní semifinálový šperk z dílny Martiny Křížové. Zelený šperk, který nám předvádí Alžběta, je z dílny Michaly Capouškové. Pardon, Elizabeta, ale Alžběta a Elizabeta. Já ji dneska u mě představím, nemohu přijít na jméno. Michala Capoušková je autorkou tohoto semifinálového šperku. A už se blížíme do druhé. И вот снова мы видим платье Натальи Сикоровой. Очень эффектно смотрится на показе модели эти платья в комплекте с украшениями. Radka Fuďaková a předvádí vám ho Charlotka. A Janička už nám předvádí model. А вот и мое колье La Vie en Rose, которое представляет очаровательная модель в красивом черном блестящем платье от чешского модельера Натальи Сикоровой.
Пока я делала этот комплект украшений, в голове звучала песня «Жизнь в розовом цвете», которую исполняла известная французская певица прошлого века Эдит Пиаф. Когда он обнимает меня и шепчет мне на ушко, я вижу жизнь в розовом цвете. Центральным элементом в колье я поставила винтажную брошь, как символ эстетики женщин того времени, которые жили и любили под эту песню. К сожалению, девушка-модель не надела серьги, но в комплекте было колье и серьги. A už tady máme krásný šperk Cecílie Marciňák z Polska. Opravdu nebylo jednoduché splnit podmínku sponzora této soutěže firmy Bohemia Crystal Valley a zakomponovat přesně ty správné korálky, které byly podmínkou. A už tu máme opět šaty Natálie Sikorové. А вот снова наша красавица-модель Золушка в этом изумительном платье от чешского модельера Натальи Сикоровой. Nádherný šperk Denisy Kangas, který nám předvádí Eliška a který opravdu velmi krásně doplnil tyto špitivé šaty Natálie Sikorové. Elena Marjanovič ze Srbska je autorkou této soutěžní kolekce, která doplnila znovu šaty Natálie Sikorové. Slovensko tady dnes reprezentuje také Gabriela Rašková, která je autorkou Raškovská, omlouvám se, která je autorkou tohoto soutěžního šperku. Gabriela Raškovská a její soutěžní šperk, který doplnil šaty Natálie Sikorové. Все эти работы вы могли увидеть на ярмарке мастеров в моем первом видео. Но как ярко и по-новому они смотрятся на девушках. Какие уникальные работы мы увидели на показе моделей. Romanka nám předvádí tento model. Máme velkou radost, že tady máte své příznivce a nebojíte se je ocenit. Кстати, это уже вторая часть модного показа. Работы, сделанные на битву мастеров. Я так засмотрелась, что забыла вам сказать об этом. Конкурс проводится раз в год уже много лет. В него приглашают участвовать лучших мастеров со всего мира. Его бессменный организатор и вдохновитель Стивен Вейс. Я сама принимала участие уже 4 раза в этом конкурсе. В 2013, 2014 и 2015 годах. И вот сейчас какое-то время я сделала перерыв. Я, если честно, устала от него. И вот сейчас в 2024 году снова приняла участие. Módní návrhářka Junika Volza reprezentuje dnes spolek Enjoy a na její speciální kolekci se můžete těšit jako poslední bod. Tyto šaty normálně doplňuje
rocková kytara. Několikrát v soutěži Battle reprezentovala česká korálkářka Hana Kertisová, členka spolku korálkářů, která se v battlových soutěžích umístuje na horních příčkách. Tento její speciální šperk vám předvádí Eliška. Gabriela Jas připravila tento šperk v soutěži Battle. Je to zástupkyně Maďarska. Gabriela Jas. Charlotte Fer. A její krásný battlový šperk připravený do mezinárodní celosvětové soutěže, která je zajímavý šperk. Je z dílny Kristýny Latošik z Polska. Modelka vám předvádí model polské designérky Kristýny Latošik. A jistě jste si všimli, že tento módní blok otvíral šperk její dcery Adriany, takže je to skvělé. Laura Justy dělala již dvakrát workshop v České republice a také v příštím roce se můžeme těšit na její další výuku pro nás spolek korálka, kterou je Lia Di Paola. Lia se v loňském roce z jedné soutěží umístila na druhém místě, pokud se nepletu, a nyní se předvádí její šperk připravený do mezinárodní her. Krásný battlový šperk Martiny Křížové. A Romanka nám předvádí šperk Lia Di Paola z Itálie. Vidíte, že mnoho modelů je propracovaných nejenom v té přední části, ale využívají se často i do šatů, které mají odhalená záda. Tak vidíte, že šperk z battlové soutěže Milana Škreziny je bohatě zdoben i v té zadní části. Peříčkový model Milana Škreziny. Dalším soutěžním šperkem je šperk Natálie Tatarinové. Květinové modely bývají velmi častým motivem, které rádi využívají všechny šperkařky. Škodové. Natálka Škodová připravila tento šperk. Natálka
dělá šperky pro mnoho soutěží, pro Preciozu, Eliška a Natálka Škodová. Pro nás připravila Olena Děrjabkina z Francie, který byl inspirován mořem. Je samozřejmě i ta malá kouzelná chobotnička, která nemohla zůstat v zákulisí. Já vám prozradím, že Virginie Dimas v poslední soutěži, která byla vyhlášená v roce 2024, se stala vítězkou. Dopoledne jste mohli vidět královskou korunu v předcházejícím bloku. To byl šperk pro Elišku. Další česká zástupkyně na celosvětovém mezinárodním poli Zuzana Vistrová připravila tento krásný šperk, která přivádí svůj vlastní šperk, který připravila do soutěže Battle of the Beatsmith. Monika Kašparová a její oči, odpoledne jste ji mohli vidět s krásnou korunkou, kterou předváděla. A autorka této úžasné kabelky Kateřina Macíková. Kateřina Macíková, několikanásobná účastnice Battle of the Beatsmith z České republiky, autorka této krásné kabelky, kterou vám bravurně předvádí Eliška. А сейчас вы видите легендарный золотой шлем Анны Запорожан, мастера из Румынии, победителя битвы мастеров 2022 года. Bude reprezentovat Luisi Nasta, tento krásný šperk, doplňující obal na mobil. А вот и прекрасная девушка-модель в моем комплекте украшений Cloisonné Flower Bed Set, который я делала специально для конкурса «Битвы мастеров» 2024 года и взяла на фестиваль. К моей радости, она вышла в нем еще раз в заключительном показе по этому конкурсу. Кстати, слайд-шоу в этом видео не будет, потому что Алику не было никакого смысла делать фотографии с показа. Весь модный показ фотографировали профессиональные фотографы. И я в инфобоксе дам вам ссылку на сайт, где можно посмотреть все эти фотографии и даже скачать их. Я надеюсь, что пока они еще там находятся, их не убрали. Фотографий много, и они очень высокого качества, очень классные. Právě francouzské firmy Les Perles Parpuka. А это начинается показ моделей украшений со второго конкурса от ассоциации Каралкашки, который назывался «Бисеры путешествия». И основным условием было использовать бусины от французской компании Les Perles Parpuka, которые были одним из спонсоров этого фестиваля. Miluška Myslivcová a paní Helena Zdeňková vybrali nejlepší, které se vám nyní předvádí. A tím je šperk Andrej Kalové.
Kačenka nám předvádí její krásný soutěžní šperk. Uniky Kanóza a tyto velmi zdobené... Для демонстрации этой части показа платье предоставила итальянский модельер Юни Каноза. Платья превосходные, и я в полном восторге от того, как продемонстрировали мой комплект украшений, и от модели, и от наряда. Скоро вы это увидите. А пока что смотрим все работы на прекрасных моделях. Od Gabriely Šulcové. Rovněž v loňském roce se Gabriela umístila v top 20 soutěži z Bohemia Crystal Valley, tak i v soutěži se spolkem Korálkářky. A i dnes má Gabriela Šulcová své želízko v ohni. Já děkuji, že jste skvělé publikum. Bohužel teď už ty naše uvidíte pak výsledky. Další šaty z dílny Uniky Kanóza. Bohatě vyšívané šaty italské návrhářky Uniky Kanóza a omlouvám se, nyní se nám představují krásné šaty od Uniky Kanóza. Musíte si uvědomit, že Unika je kubánského původu, žije na jihu Itálie, takže tohle jsou přesně ty šaty, které tam rádi využijete v tomto, které nám nádherně předvádí Šarlotka, doplňuje jemný a elegantní šperk Hany Světákové. Právě jedno z šperků za použití korálků Les Perles Papuka dají vyniknout kráse těchto šatů. Soutěžní šperk od Hany Světákové. Šperku. Účastní festivalu poprvé, měla zde přes den krásnou kolekci svých šperků, včetně návodů, i Michaela Lonesku a její cestovní kancelář. A odchází další model šatů od Uniky Kanóza. Monika vám přivádí šaty od Uniky a krásný soutěžní semifinálový šperk Jindry Fejkové. Kristýna Latoši a její soutěžní šperk. Kristýna se účastní velmi mnoho soutěží po celém světě. Několikrát se účastnila soutěže na rumunském festivalu, kde se stala vítězkou a nyní vám připravuje
představujeme její soutěžní šperk se spolkem korálkářky, který vám předvádí Eliška. Splnila Laura Justy, která stvárnila londýnské kolo štěstí, my tomu u nás říkáme, nebo to jejich největší kolo jako atrakce, které tam je, šaty z dílny Uniky Canosa a londýnské kolo štěstí od Laury Justy z Itálie. Korálky nejsou jenom šperky. Korálky jsou také květiny. A touto soutěžní květinou se prezentuje Libuše Vidličková. Paní Libuška měla zde během dne nádherné květinářství, tak jako ho zde měla i Ilona Mlynaříková, ale právě dalším soutěžním šperkem je šperk Marušky Makuševy, který doplňuje tento krásný a odvážný křivky odhalující model Uniky Canosa. Chtěla bych se vrátit o několik desítek let zpět, ne kvůli těm rokům, ale kvůli té váze, kterou jsme mnohé z nás měli, jako má právě Charlotka, které tyto šaty neskutečně slučí, že vidíte moře a vše krásné se prezentuje Martina Křížová. Martina Křížová a Elizabeth vám představují tento krásný soutěžní šperk. Z dílny Uniky Canosa vám předvádí modelka Petra. Šaty mají vlastní zdobení, proto se vám šaty prezentují z soutěžního šperku. Unika Canosa a její obliba. A již zde máme soutěžní šperk Ilony Mlynaříkové. Ilonka mohla poslat do soutěže květinu, ale protože to bylo cestovatelské téma, tento šperk má určitě významnou hodnotu pro svou majitelku, protože je nazván Poslední cesta. V ohni má i Olna Děvjatkina a její krásný soutěžní šperk se spolkem korálkářky. Další lahvově zelené šaty Uniky a k nim naprosto ladící šperk Světlany Dubinský z Izraele. Světlana Dubinský a její soutěžní šperk na téma cestování. Já vám řeknu, že toto bylo inspirováno dubajskou zahradou, jednou z největších zahrad na světě. Я в полном восторге от демонстрации моего комплекта украшений Miracle Garden этой красавицей-моделью в платье от итальянского дизайнера Юли Каноза. Dalším soutěžním šperkem je šperk Tatiany Sejmonové. Tatiana Sejmonova bohatě perlami, flitrami, vyšívané, které jsou doplněné i bohatě zdobeným kloboukem. A krásná a odvážná romanka, která nám
tento krásný model předvádí. Věřím, že i mužská část publika si užila krásné šperky, šaty, naše krásná děvčata. A toto byl poslední model Uniky Kanouza. Очень приятно было также видеть, что мой комплект украшений появился в заключительном выходе моделей при демонстрации этого конкурса. А сейчас ведущая Эрмила Подземский перечисляет всех мастеров, участников конкурса «Бисеры путешествия» от ассоциации «Каралкашки». Galina Titanová, Gabriela Šulcová, Elena Marianovič, Daniela Lokajová, Cecilia Marciňák, Andrea Kalinová a Ála Mizír. A už tady budeme... И в финале модного показа мы увидели потрясающее цветочное платье. Это проект Чешской ассоциации «Каралкашки». В нем приняло участие более 200 мастеров. Платье весит 13 килограмм. Поэтому его демонстрируют две девушки. Одной, наверное, сложно было бы пройти даже по красной дорожке. Платье состоит из 2013 цветков, которые делали разные мастера. В нем использовано более 500 тысяч бусин. Кстати, подол платья отстегивается. Только не спрашивайте меня, как можно носить такое тяжелое платье, потому что это арт-объект, а не одежда. Оно зарегистрировано в Чешской книге рекордов, получило соответствующий диплом и сейчас находится в Музее рекордов Чешской Республики в городе Пилгржимов. Там оно будет демонстрироваться до осени, и потом его продадут на благотворительном аукционе. А пока что мы любуемся этой красотой. Děti, dívky, ženy, zralé ženy, my všechny, věřím, že 99% korálkářek, který zde i sedí, se podíleli na tomto krásném projektu, který se po zápisu do České knihy rekordů bude karitativně dražit a plný výtěžek z těchto šatů půjde na nějakou karitativní činnost. А на этом бисерный фестиваль в Праге закончился. Он длился всего один день, но такие дни становятся самыми яркими впечатлениями и воспоминаниями нашей жизни. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Желаю всем моим зрителям мира, здоровья, успехов и всего самого радостного. А я с вами не прощаюсь. До встречи в следующем видео. Всем пока!